Дом дружбы народов. Именно здесь открылась первая площадка для желающих написать диктант. Время выбрали удобное, в обед, чтобы каждый смог заглянуть и проверить знания. Организаторы не прогадали. В назначенное время зал заполнился. Краткая инструкция, оформление бланков и старт. Естественно, боимся совершить ошибки. Это такой мнимый, скажем так, страх. На самом деле оценки мы получим, но это чисто для нас, чтобы проверить себя. На самом деле этого бояться не надо. Надо периодически возвращаться к учебникам и изучать язык, изучать и коми, и русский, потому что сейчас в эпоху цифровизации и компьютеризации мы, к сожалению, все меньше и меньше пишем от руки. Ну вот это, опять же, одна из, скажем так, площадок, где мы тренируемся писать от руки, и это здорово. И на самом деле я пишу, раз, наверное, уже пятый, сейчас уже сбился, на самом деле, со счета, достаточно долго, я уже много раз уже писал диктант на кубинской, разные тексты были, и очень интересные тексты. Я думаю, что в этом году текст будет не менее интересен. Автор нынешнего диктанта – главный редактор детского журнала «Бикинь» Алена Нестерова. Делиться секретами текста журналист заранее не стала, лишь отметила. Ее работу долго проверяли и согласовали школьные учителя. А организаторы диктанта – общественное движение «Коми Войтер» подчеркнули. В этом году акция в поддержку Года семьи. Диктант посвящен семейным традициям. Президентом России был настоящий год назван Годом семьи. И, соответственно, вот это мероприятие также сплачивает нашу семью Республики Коми, объединяет, даже у нас название напишется «Этувия», всеобщий, совместный, соответственно, вот такими словами. И мы хотим, чтобы она действительно, как акция образовалась и прошла, объединяющим фактором, как в едином смысле слова, как объединяя всех нас, все разного рода людей нашей республики. Площадки сегодня открылись во всех районах республики. Те же, кто не смог подойти лично, подключились к видеодиктанту. К акции присоединились даже жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Хочу поддержать всех своих соотечественников, скажем так, те, которые проживают на нашей республике Коми, на нашей земле, разговаривают на родном языке, пишут, читают, мыслят, думают. В поддержку своего родного языка я приобщаюсь в эту акцию. Международный день родного языка каждая национально-культурная автономия, а их в Коми 52, тоже поддержала своих авторов и родной язык. На площадке Дома дружбы народов развернулась выставка книг на национальном языке. Творческие коллективы знакомили с народными авторами и произведениями. Коми-республика – многонациональный регион, а потому День родного языка снова объединил всех. Татьяна Супряткина, Алексей Паршаков, телеканал Юрган.